Добрый день, коллеги. Мы начинаем с вами вебинар. Я прошу прощения, технические небольшие сложности. Итак, я рада вас всех приветствовать на вебинаре, посвященном формированию математической и естественно-научной грамотности младших школьников средствами ИКТ. И, соответственно, сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом мы можем формировать с вами ИКТ-компетентности. Появилось? Замечательно. Итак, мы говорим с вами о том, что видео видно, я надеюсь, меня слышно и видно. Замечательно. Итак, коллеги, мы говорим о том, что фактически математическая и естественно-научная грамотность младших школьников у нас сформируется при помощи, собственно говоря, в том числе и в рамках функциональной грамотности. Итак, я позволю себе напомнить о том, что фактически мы говорим, что первоначально функциональная грамотность рассматривалась фактически как умение решать бытовые проблемы и развитие личностных качеств, необходимых в различных жизненных обстоятельствах. То есть владение навыками решения стереотипных задач, то есть достижение базового уровня в чтении, письме, математике и так далее. Фактически такое представление функциональной грамотности сегодня является недостаточным. Оно рассматривается более широко, тем более в контексте реализации федерального проекта, образовательного проекта образования, национального проекта образования. Функциональная грамотность становится показателем качества российского образования, целью которого является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, что позволит войти Российской Федерации в десятку стран-лидеров по качеству образования. Достижение результатов международных исследований ПИЗа – это читательская, математическая и естественно-научная грамотность наших младших школьников. Коллеги, слышно? Коллеги, если возникают какие-то сложности, пожалуйста, перезапустите систему, и все должно работать. Спасибо большое, Екатерина Васильевна. Спасибо. Итак, по мнению ряда исследователей, мы говорим о том, что функциональная грамотность младшего школьника как приоритетный результат образования в школе есть такое базовое образование личности, которое отражает готовность человека к успешному взаимодействию с окружающим миром и самим собой. Разнообразность деятельности, способность решать различные учебные и жизненные задачи, умение строить социальные отношения в соответствии с нравственными ценностями социума. И фактически мы говорим о том, что функциональная грамотность обучающегося в современной образовательной организации должна обеспечить вот эти вот 5 основных моментов. Фактически мы говорим о том, что в функциональной грамотности можно выделить интегративные компоненты, то есть коммуникативные, читательские и информационная грамотность. И кроме интегративных компонентов можно выделить также предметные, например, языковые, литературную, математическую, естественно-научную, социальную, здоровьесберегающую, технологическую и художественную грамотность. Таким образом, мы видим, что данные компоненты соответствуют требованиям, коллеги, к метапредмету. Это, в принципе, всем ведь понятно. А предметные результаты по математике, русскому языку, литературному чтению и так далее в контексте именно метапредметности и в контексте применения в жизненных ситуациях приобретают вот эту самую метапредметность. Фактически формирование функциональной грамотности младших школьников – это важная проблема, потому что все вы прекрасно понимаете, что если мы не сформируем
перечисленные навыки обучающегося в начальной школе, то в основную школу он придет вот с тем багажом недоработок, которые очень сложно нивелировать уже на уровне основной школы. И поэтому, коллеги, на ваши плечи ложится колоссальная ответственность. Что мы можем сказать? Понятное дело, что если мы говорим про предметные области, в метапредметном контексте, то, конечно же, это будет в первую очередь, конечно же, если мы говорим про естественно-научную грамотность, то это окружающий мир. Если мы говорим про математический, то, понятное дело, математика. Если мы говорим про предметные привязки. Итак, фактически в данном случае я взяла математическую грамотность не из исследований ПИЗа, а, коллеги, то, что ждет наших с вами выпускников начальной школы уже на уровне основного общего образования. Это та самая математическая грамотность, которая проверяется у обучающихся в рамках мониторинга функциональной грамотности. Посмотрите, то есть математическая грамотность, и вы сами себе можете ответить на вопрос, коррелируются ли эти два понятия. Математическая грамотность в исследовании ПИЗа начальной школы и математическая грамотность как элемент функциональной грамотности в исследованиях уже, соответственно, основной школы. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы говорим о том, что математическая грамотность на уровне основного общего образования – это способность индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального времени. При этом мы прекрасно понимаем, что, посмотрите, она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения, принимать решения, которые необходимо конструктивно, активному и размышляющему гражданину. И если мы говорим про математическую грамотность, если мы говорим про естественно-научную грамотность, то посмотрите, участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям. В данном случае я позволю себе начать именно с естественно-научной грамотности. Почему? Потому что мы ее формируем с вами через окружающий мир. И в данном случае этот предмет играет особую роль в развитии как раз и естественно-научной, и, скажем так, социальной, функциональной грамотности младшего школьника. В данном случае мы выделяем 4 принципиально важных составляющие естественно-научной функциональной грамотности. Во-первых, для младшего школьника это готовность осваивать и использовать знания о природе для решения учебных и жизненных задач. Во-вторых, это осознание ценности и значения научных знаний о природе, осведомленность о том, что знание законов природы положительно влияет на развитие общества, и проявление интереса к естествознанию как к науке, и желание, причем не только мы говорим о том, что ребенок изучает науку ради науки, а ребенок изучает ради того, чтобы в дальнейшем у него сформировался интерес к процессу получения знаний. И, конечно же, овладение методами познания природных явлений и способность к рефлексивным действиям. В данном случае мы говорим о том, что основная цель, в том числе, если мы посмотрим на модель выпускника начальной школы, то посмотрите, мы говорим и в системе требований к результатам в ГОС начального общего образования. Мы с вами говорим характеристики выпускника начальной школы, которые характеризуют его как личность. Причем какие? Это патриотическое воспитание, это духовно-нравственное, эстетическое. Причем, посмотрите, далее идет трудовое воспитание, экологическое воспитание, физическое воспитание. Но мы, кроме этого, еще и говорим о формировании первоначальных представлений о научной картине мира и формирование здорового образа жизни. Причем в современных ситуациях это наиболее, на мой взгляд, наиболее важное решение, наиболее важная задача, потому что действительно в сложившейся ситуации сложно говорить о том, что здоровый образ жизни, формирование
здорового образа жизни не нужно и не важно. То есть смотрите-ка, при этом мы говорим о том, что готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной и информационных средах. В данном случае, посмотрите, постоянно говорим о том, что в сложившейся ситуации идет колоссальный поток информации, которые и дети, в том числе и начальная школа, то есть слушают радио, смотрят телевизор вместе с родителями или самостоятельно, как получается, читают новости и так далее. То есть дети должны уметь ориентироваться в этом пространстве информационном. И кроме того, должны уметь выбирать и интерпретировать эту информацию. Кроме того, дети должны понимать важность соблюдать все вот сложившиеся меры, необходимые для поддержания, ну или, скажем так, поддержания минимального распространения вот этой вот инфекции. Но при этом прекрасно мы с вами видим, что буквально вчера наблюдала ситуацию в одном из магазинов, достаточно больших, крупных магазинов города Сыктывкара, удивило, но достаточно большое скопление детей, и они без масок, без перчаток, они бегают, веселятся, им все здорово. Но мы все прекрасно понимаем, что это дети, коллеги, но в любом случае, если объяснить им, то есть, понятно, что до паники доводить не надо, но элементарные нормы безопасности, которые от нас требуются, хотя бы масочный режим ввести и просто одеть маску, что нас останавливает. И как раз вот формирование здорового образа жизни, мне кажется, здесь бы могло помочь. Отвечая параллельно на вопрос, закончила просто свою мысль. Да, презентацию можно будет скачать в видеозале Института развития образования. Она будет выложена как видео на формата YouTube, и она доступна и, возможно, будет к скачиванию. В этой связи мы говорим о том, что кроме всего этого необходимо формировать, и у нас на сегодняшний день посредством информационно-коммуникационных технологий есть такая возможность формировать и, естественно, научную грамотность, и математическую грамотность посредством как раз-таки в том числе и сети интернет, и всех тех доступных ресурсов, модулей, которые представлены на просторах интернета. В этой связи, наверное, все вы прекрасно знакомы с таким ресурсом, как Учи.ру. И в этой связи хочу вам акцентировать ваше внимание на этом ресурсе именно с точки зрения формирования математической грамотности как одного из компонентов функциональной грамотности и исследований ПИЗа. Смотрите, если мы опять-таки же обратимся к определению функциональной грамотности, то я напомню, что это у нас способность использовать знания, умения, навыки, приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. И исследователи говорят, и создатели этого исследования говорят о том, что функциональная математическая грамотность включает в себя математические компетентности, которые можно формировать через специально разработанную систему задач. Смотрите, первая группа, их всего 3. Первая группа задач представлена на слайде. Это задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы и выполнить определенные вычисления. То есть такой базовый уровень. Вторая группа задач – это задачи, в которых требуется установить связи и интегрировать материал из разных областей математики. То есть объединить, посмотреть, проанализировать, ну и, собственно говоря, уметь преподнести. Третья группа задач – это задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, решаемую средствами математики, и построить модель решения. В данном случае мы можем вспомнить задание из мониторинга функциональной грамотности в рамках математической грамотности рассчитать тормозной путь. Представлена ситуация, что там ехали на машине, условия такие-то, такие-то, то есть представлены определенные условия, прописано, что такое тормозной путь,
как он высчитывается, необходимо подставить определенные понятия в определенные показатели в формулу, ребенок должен просчитать, ребенок должен выбрать верное суждение, неверное суждение. Кроме того, ему также наглядно приводится картинка, где изображено, сколько, при каких условиях, то есть, например, сухая дорога, гололед, мокрый асфальт, сколько, при какой скорости требуется водителю для того, чтобы затормозить полностью автомобиль. Также там светоотражающие элементы и так далее, и так далее. То есть ребенок должен внимательно прочитать условия задачи и сделать соответствующие выводы. Ну, исходя из этих условий, ему там, собственно, перед ребенком стоит 3 различные задачи. И в данном случае мы говорим о том, что формат платформы Учи.ру как раз-таки позволяет учителю подобрать задания, которые, простите за тавтологию, позволяют решать указанные выше задачи. Для повышения уровня познавательной мотивации, содержания учебника математики, фактически мы говорим о том, что необходимо интегрировать или комбинировать с заданиями или симуляторами, либо онлайн-играми, либо тренажерами. То, что, в общем-то, позволяет нам сделать платформа Учи.ру. Одним из интернет-ресурсов, как я уже говорила, особенно он хорош для 1-4 классов, и, насколько я знаю, более 80% обучающихся начальных школ, начальных классов Республики Коми уже пользуются этой платформой, и она им очень хорошо помогает. Итак, коллеги, мы говорим, что фактически можем рассмотреть применение карточек заданий нового для начальной школы раздела «Работа с информацией» для, например, 4 класса. Я их все сразу вывела на экран. Посмотрите, сейчас попробую их проанализировать. Вот эти карточки задания, они используются для организации на уроке математики, поисковой исследовательской деятельности обучающихся в системе задач формирования функциональной математической грамотности. Надо отметить, что эти задания можно комбинировать и модифицировать для их оптимизации и адаптации к решению задач функциональной математической грамотности. То есть смотрите. Для формирования умения использовать таблицу для чтения и применения представленной информации используется карточка таблицы введения. Смотрите, она у нас здесь представлена. Рисунок 1. После ответа на вопрос карточки учитель просит составить свои вопросы, ответить на которые можно сразу, используя данные таблицы. То есть фактически это классическое задание из рабочей тетради, вот оно у нас под рисуночек 1, но переведено в интерактивную форму, и ребенку, во-первых, развиваем ИКТ, во-вторых, наблюдательность, читательскую грамотность и так далее. Ну и, кроме того, смена вида деятельности, что тоже очень-очень хорошо. Затем просим составить вопросы, на которые нельзя ответить сразу, то есть необходимо выполнить какие-то арифметические действия. Например, на сколько килограмм масса слона больше массы носорога? То есть, если вы видите, то животное, слон у нас с вами 2-й в списке, у него, соответственно, 7 тонн, 350 сантиметров роста, носорог 4,5 тонны и 200 сантиметров роста. На сколько килограмм масса слона больше массы носорога? Можем? Сразу нет. То есть ребенок должен посчитать что-то. И постановка вопроса, для ответа на который надо выполнить несколько арифметических действий, это более сложное задание, которое можно предложить там, группам или парам. Соответственно, мы опять-таки же меняем вид деятельности, и обучающиеся уже самостоятельно подбирают необходимые для них варианты работы. Далее. Затем эти задачи могут помочь тем ребятам, которые испытывают затруднения в постановке своих вопросов к первой таблице. Для формирования способности оценивать информацию с точки зрения правильности, полноты и соответствия поставленной учебной задаче учитель может использовать интерактивную карточку «Анализ диаграмм и графиков». Вот она.
То есть смотрите, например, задание «Выберите ответ». Вот оно, рисуночек 3. Что мы здесь смотрим? Вот это задание может быть началом проектного исследования, позволяющего найти, анализировать и моделировать информацию по разным видам спорта одной олимпиады, например, как представлено здесь. Других олимпиад, которые также здесь представлены. Кроме того, посмотрите, организовать деятельность, сотрудничество, кооперация, сформулировав разные проектные задачи в рамках одной темы. Тему другого проектного исследования могут задать интерактивные карточки «Верно ли утверждение?». Смотрите, рисуночек номер 4, в которых в форме графика моделируют изменение численности населения города либо поселка по определенной по заданным параметрам. При этом мы говорим о том, что математическое содержание карточек и рисуночка 3, рисуночка 4 и его анализ может быть интегрировано в социальный проект, позволяющий делать прогнозы, высказывать гипотезы, определять пути решения социальных проблем. И фактически мы говорим о том, что анализ содержания образовательных платформ Учи.ру для решения задач формирования функциональной математической грамотности позволил выделить особую группу заданий тренажеров, представленных в форме компьютерных игр. Рисунок 5. Фактически мы говорим о том, что эти игры повышают уровень предметной мотивации в режиме интерактивного соревнования. Причем вы параллельно можете, ведь вы все это можете просматривать, вы можете создавать группы и помогать детям выбирать те или иные правильные и неправильные ответы и создавать там какие-то парные работы, либо задавать какие-то свои условия, вам это, в принципе, позволяется. Кроме того, здесь, например, на рисунке 5 представлен тренажер, карточка, тема нумерация, числа до 1000. Необходимо провести мышку к сыру. И таким образом процесс формирования функциональной математической грамотности, организованный на основе заданий интерактивной образовательной платформы Учи.ру, которую я вам сегодня рассказывала, позволит создать условия для формирования таких познавательных ресурсов, как поиск, извлечение, структурирование информации, сравнение, анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, моделирование, формулирование вопросов, суждений с использованием в том числе и математических понятий. В данном случае хочется отметить, что еще один ресурс, про который буквально узнала только что. Сейчас, если вы слышали, проходила пресс-конференция министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, и Сергей Сергеевич представил на ней, вот буквально, сейчас я позволю себе перелистнуть, позволил себе представить нам новую платформу cifra.school, которая, посмотрите, содержит в себе 4 четверть «Учись дома, учись сам». То есть учебные материалы для самостоятельной работы в помощь учителям и ученикам первых 11 классов и их родителям. Это абсолютно бесплатный ресурс, бесплатная платформа, с помощью которой, коллеги, наши дети могут проходить самостоятельно весь школьный материал. Единственное, и то, что отметил в своем выступлении Сергей Сергеевич, это тот факт, что на этой платформе нужно внимательно смотреть, к какому ОМК привязаны уроки.
Поэтому, коллеги, очень внимательно посмотрите этот ресурс, познакомьтесь. Мы уже так вот очень-очень бегло перед нашим вебинаром я посмотрела его. Мне понравилось, потому что сейчас там уже загружен ряд предметов, которыми можно пользоваться. Кроме того, хочу сказать, что у нас есть еще такой ресурс. Здесь только предметы, к ним привязаны видео, видеотрансляция уроков и привязаны учебники, конкретные странички конкретных учебников. Коллеги, есть еще одна такая платформа, которая называется 1С образование.5 школа. Вот этот ресурс, он наиболее, мне кажется, подходит для формирования обучающихся, в том числе и ИКТ-компетентностей, и в том числе, естественно, научных, математических, читательских грамотностей. В чем его особенность? Особенность его заключается в следующем. Там разработаны все уроки по всем предметам. Это платформа, 1С фактически, в принципе, всегда была платной платформой. Это платформа, которая работает на рынке более 10 лет. И задание сформировано таким образом, что проверяется знаниевая составляющая каждого ребенка. Кроме того, для каждого ребенка формируется определенный набор заданий. И если ребенок с ними не справляется, система анализирует, за системой сидит конкретный человек, тьютор, который сопровождает данного ребенка. Это не мы с вами, это коллеги из фирмы 1С. И, соответственно, ребенку на отработку несформированных навыков выдаются дополнительные задания. Причем задания очень интересные, не стандартные, скажем так. Они как раз-таки ориентированы в том числе и на мониторинг функциональной грамотности. Поэтому для начальной школы там очень и очень много чего. Я сейчас позволю себе прямо скинуть вам ссылочку на 1С образование. 5 школа. Секундочку. На сайте Института развития образования представлены, сейчас я вам ссылочку также отправлю, на сайте Института развития образования есть на главной страничке, я сейчас параллельно просто, есть методические поддержки, вкладочка «Методическая поддержка дистанционного обучения», и там вы увидите родителям, учителям, преподавателям. Если вы зайдете, сейчас я вам ее скину, эту ссылочку, если кто-то еще не знаком, коллеги, но хотя на всех уровнях мы уже про это говорили. Итак, собственно, вот по этой ссылочке, которую я вам сейчас в чате отправила, вы можете зайти и посмотреть все доступные региональные, федеральные ресурсы. Вообще, в принципе, очень много чего интересного. Министерство просвещения и федеральный перечень учебников, и дополнительные ресурсы. И если вы зайдете в федеральные ресурсы, то вы его тут не увидите. В региональные ресурсы, здесь пока представлен я, класс Учиру РЭШ, учебники. Итак, кроме того, есть еще один ресурс, 1С образование, то, о чем я вам говорила. Смотрите, пожалуйста. Вот этот ресурс 1С образование 5 школа. Он сейчас абсолютно бесплатный. Компания 1С его открыла. И до конца этого учебного года он будет бесплатный и открытый. Я напоминаю, что в данном случае на данной платформе за каждым ребенком, а там представлен весь учебный материал начиная с 1, заканчивая 11 классом. И каждый ребенок может индивидуально проходить, а вы, как учителя, можете видеть его успехи. Соответственно, вот таким образом, коллеги, можно пользоваться, тем более коль скоро есть такие возможности. Это те платформы, которые я подобрала, посмотрела, то, что может быть вам интересно, полезно и познавательно. Мы очень надеемся, что наши коллеги из Республиканского методического объединения начальной школы на следующей неделе подготовят более подробный обзор всех возможных платформ для образования. Мы надеемся, что к концу этой недели,
максимум в начале следующей недели. Прекрасно понимаем, что у нас есть различные платформы. Это и интернет-урок, где вы можете просмотреть все уроки, и ребенок может самостоятельно заниматься. Но нам с вами нужно еще и минимизировать количество домашних заданий, ну, вот этих вот страшные, жуткие фотографии, которые высылают нам родители либо самостоятельные дети. Поэтому знакомьтесь, узнавайте. Кроме того, последнее, что хочу сказать, моя школа в онлайн, этот ресурс сейчас идет, как сказал Сергей Сергеевич Кравцов, есть договоренность с телеканалами, то есть составлено определенное расписание, в соответствии с которым телеканалы будут транслировать определенные уроки для определенных классов. Пока это вот прозвучало таким образом, мы ждем от Министерства просвещения информацию и, соответственно, Института развития образования и Министерства науки, образования и молодежной политики Республики Коми. В любом случае мы до вас эту информацию доведем. Для чего это делается? Вот этот ресурс «Моя школа в онлайн», посмотрите, сколько фактически все наши издательства подключились. Для чего? Для того, чтобы создать условия получения дистанционного образования для людей, у которых нет возможности выхода в интернет. А телевизоры есть у нас с вами почти у всех, поэтому для того, чтобы образование стало доступным. Коллеги, если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. В любом случае телефон работает в рабочее время. Звоните. На сайте Института развития образования в видеозале будет выложена данный сертификат, отвлеклась на материалы, вопросы, будет выложена данная презентация, вы сможете ее еще раз просмотреть. Сертификаты вам придут автоматически на почту. Проходя регистрацию на вебинар, вы ее указывали. Поэтому, если вы хотите с нами поделиться какой-то информацией, пожалуйста, звоните. Может быть, вы какие-то ресурсы знаете, какие мы не знаем. Делитесь, нам будет это тоже интересно и полезно. Всего доброго, до свидания.